Сбор мандаринов может быть мечтой. Так Олеся Смолянова приехала из Челябинска, чтобы отдохнуть и поработать одновременно. Управляющая торговой сетью в обычной жизни на время отпуска переквалифицировалась и получает удовольствие от довольно тяжелого физического труда. В Абхазию я приехала первый раз и очень рада, что мое знакомство с этой страной началось с этой чудесной мандариновой сказки. О том, что в совхозе «София» требуются сборщики цитрусовых, Олеся узнала из соцсетей и, недолго думая, отправилась в Абхазию. Всего 8 туристов-гастробайтеров трудятся здесь. Все говорят, что их прекрасно принимают. Ой, условия у нас замечательные. Мы живем в гостинице «Айтар». Вот действительно от души нас кормят. У нас шведский стол. Нам готовят разные блюда. У нас завтрак, запеканки, блинчики. Ну, действительно, вот с душой так относятся. Также ветеринар Алексей Запорожец из Воронежа отдыхает на сборе мандаринов от своей основной работы и зарабатывает по 100 рублей за собранный ящик. По его словам, трудиться в Абхазии – одно удовольствие. Сразу угостили, ввели в курс дела, внимательно относятся к людям, вот, чтобы накормлены, вовремя все было. Прекрасная страна, я считаю. Насколько тяжелый труд? Да, это тяжелый труд, требует отдачи. Вот. Ну, деньги даром не даются. Вообще. В совхозе «София», что располагается в Гулерипческом районе, уже собрали около 120 тонн мандаринов. Планируют еще столько же, если позволит погода, говорит замдиректора совхоза Джансу Хадлиба. Большая часть территории Абхазии – это горы. В горной местности, когда растет, и вода не стоит, солнце попадает, идеальные условия, субтропики, для того, чтобы им быть такими, какие они есть, сладкими, красивыми. Еще столько же собрать, 120 тонн собрано, если Бог даст, если погодные условия позволят, хотя ситуация меняется ежедневно, уже некоторые плоды получают ожоги. Хотя в этом году урожай примерно на 50% ниже, чем в прошлом, качество цитрусовых, как говорят специалисты, выше, поэтому выше их цена. Экспортируют мандарины по цене 70-80 рублей за крупные и по 40 за мелкие экземпляры. Но, как говорит Адлиба, ближе к Новому году цена, скорее всего, станет выше. Я думаю, цена только увеличиваться будет, так как мандарина нет. Под Новый год его практически не будет, так как в этом году год не урожайный. Цена только будет расти, мандарина будет становиться все меньше и меньше. Вот сейчас самый пик сбора. Вот сейчас вот самый пик сбора. Все начали собирать, вот сейчас вот буквально в течение недели. Погода непредсказуемая. На качестве цитрусовых сказывается и своевременный уход за деревьями, и обработка от паразитов и грибков. Минсельхоз помог фермерам с необходимыми химикатами. В этом году раздали 2950 литров ядохимикатов, чтобы крестьяне обрабатывали свои плантации от вредителей, в частности от коричневого мраморного клопа, американской белой бабочки и других вредителей. Это хорошая поддержка со стороны государства. В Минсельхозе также говорят о заметной разнице прошлого урожайного сезона от нынешнего. Но, тем не менее, чиновники хорошо подготовились к тому, чтобы обеспечить беспрепятственный экспорт цитрусовых из Абхазии. Таможенные службы, пограничники задолго до сезона они были в контакте со своими коллегами за пределы Абхазии, то есть российской стороны, и смогли обеспечить выбрать путь, дорогу на границе по реке Псо, для того, чтобы большие грузные машины беспрепятственно, не сливаясь с обычным транспортом, могли пересекать. И помимо этого созданы с помощью участников внешнеэкономической деятельности несколько предприятий, которые формируют грузы, чтобы партия проезжала, чтобы это не было единолично. Поэтому это удобно, и поэтому они проезжают. Как рассказывает министр сельского хозяйства, в этом году сбор начался немного раньше обычного. Погода позволила. Но большинство фермеров, обновляя мандариновые посадки, предпочитает сажать раннеспелые сорта. С саженцами им также помогает Минсельхоз. Мы заказываем в Гали, местные население тоже вот в хозяйствах имеют, ну и приобретают за пределы Абхазии, скажем, в Грузии, привозят саженцы, наши предприниматели, мы наших предпринимателей вот и берем. Вот для этого была возможность создана на границе, чтобы можно было завозить саженцы именно многолетних растений.
Абхазские мандарины легко отличить от тех, что привозят в Россию с дальнего зарубежья. Они более нежные, наполненные, шкурка у них тонкая и совсем нет косточек. В этом году выдался неурожай в Турции и Марокко, главных экспортеров цитрусовых в Россию. Поэтому у наших мандаринов еще больше шансов найти свое место на российских прилавках. Марьяна Котова, Саита Гухава, Абаза ТВ.